Здравствуйте, я шеф-повар Даниил Керкимбаев. Я рад поделиться идеями по приготовлению новых блюд для всей семьи и маленьких детей. Прежде чем мы начнем, я хотел бы поговорить о чем-то важном для нас всех. Полноценное и разнообразное питание является важным и значительным фактором для здоровья матерей и детей. Вы когда-нибудь слышали, что такое 1000 дней окно возможностей? Это время от беременности женщины до 2-го дня рождения ребенка. Физическое и умственное развитие ребенка до достижения его полного потенциала зависит от правильного ухода и питания именно в первые 1000 дней. Я собираюсь поделиться с вами рецептами, которые вы спокойно можете приготовить дома. Ингредиенты для этих рецептов вы без труда сможете приобрести в магазине. Эти блюда будут вкусны, полезны и сытны для ваших детей. Итак, сегодня мы приготовим знаменитый украинский борщ. Для этого мы с вами будем использовать хорошее постное говяжье мясо. Мы также будем с вами использовать отварную, уже консервированную фасоль, хотя, впрочем, ее прежде можно отварить или замочить, далее отварить в течение нескольких часов и подготовить для борща. Кроме того, мы будем использовать отварную свеклу, свежие овощи, это лук, болгарский перец и морковь. Мы будем использовать с вами капусту, зелень, помидоры и томатную пасту. Но прежде мы должны помыть руки. Родители или опекуны детей должны мыть руки с мылом и водой перед приготовлением и кормлением ребенка. Необходимо, чтобы родители или опекуны детей приучили детей мыть руки с мылом перед приемом какой-либо пищи. Сегодняшнее блюдо отлично подходит для всей семьи, и дети после 1 года могут присоединиться к семейному столу и также пробовать на вкус разный рацион. А теперь мы с вами возьмем это мясо и удалим от него лишний жир и жилы. А теперь мы мясо помоем и положим в кастрюлю с холодной водой. После обработки мяса мы должны тщательно помыть ножи и заменить или помыть доску. Но я их заменю на другую доску, на которой я буду обрабатывать овощи. Пока варится мясо, в бульон я добавлю лавровый лист. И теперь я буду готовить зажарку. Для зажарки нам понадобится сковорода и овощи. В первую очередь я измельчу лук. Но пока я буду измельчать лук, в сковороду я налью растительное масло. Теперь я измельчу лук, который добавлю в зажарки. И теперь измельчу морковь. Крайне важно иметь разнообразный рацион питания для каждого члена семьи. Наше здоровье зависит от разных факторов, и одним из них является питание. Это блюдо легко готовится с простыми ингредиентами, имеет отличный вкус и гораздо полезнее для вашего здоровья и здоровья вашей семьи, чем употребление в пищу фастфуда. Здоровое питание сегодня поможет предотвратить осложнение здоровья в будущем. Все. Следующий ингредиент, который я также могу натереть на терке, это будет красная свекла. Красную свеклу предварительно я помыл и очистил. Теперь я ее постараюсь натереть также на терочке.
Поскольку овощи у нас готовы, теперь мы можем их пассеровать. К сожалению, нездоровая еда, очень часто мы ее покупаем, она является вкусной, недорогой, но вместе с этой едой мы теряем очень важные вещества. Мы теряем клетчатку, витамины, минеральные вещества. Поэтому лучше всего питаться разнообразно и той пищей, которую вы готовите дома. Пока готовится зажарка, пришло время порезать картофель. Картофель мы порежем небольшим кубиком и также отправим в кипящий бульон к мясу. Замените жирное мясо и жирные продукты, такие как колбасы, на нежирное мясо, постное, на фасоль, на бобовые. Можно использовать курицу. Эти продукты богаты железом, белком и другими важными компонентами. Итак, картофель я добавляю в бульон. А теперь, когда овощи уже почти спассировались, я могу сюда добавить красный болгарский перец, который порежу небольшим кубиком. А также добавлю столовую ложку хорошей томатной пасты. Через 3-5 минут пассировка будет готова. А пока мы накроем крышкой бульон, и пусть он медленно покипит. Пришло время доставать готовое мясо и картофель из нашего бульона. Теперь необходимо мясо порезать, а картошку размельчить вилкой. Необходимо придерживаться разнообразного рациона, состоящего из разных видов продуктов. Питание только одного или двух видов пищи каждый день с течением времени приводит к дефициту питательных веществ. Недостатки питательных веществ делают нас уязвимыми для болезней. Если они достаточно серьезные, то могут привести к печальным последствиям. Теперь я картофель могу возвратить в бульон. Теперь я нарежу мясо на небольшие кусочки. А теперь я тонко пошинкую капусту, после чего добавлю его в наш бульон. Каждая семья может внести небольшие изменения, чтобы увеличить разнообразие рациона. Важно, чтобы вся семья поддерживала и вносила изменения вместе. Планируйте покупки продуктов питания заранее и придерживайтесь плана при совершении покупок. А если у вас есть возможность, то выращивайте овощи в разнообразном виде и храните их в безопасных условиях. Капуста готова, и теперь мы начинаем добавлять в наш бульон по очереди овощи. В первую очередь мы добавим пассированные овощи. Теперь мы можем добавить нашу шинкованную капусту.
Следующим в очереди мы можем добавить подготовленную, заранее отваренную либо консервированную фасоль. А теперь 20 минут оставим овощи вариться в бульоне. Итак, прошло время, и наш борщ уже приготовился. Теперь мы его можем сервировать в тарелочке или чашечке. Добавим в борщ немного отваренного мяса, которое мы нарезали заранее. И также добавим немного зелени укропа. В самом конце сдобрим блюдо ложечкой сметаны. Чтобы получить доступ к сегодняшнему рецепту или загрузить всю кулинарную книгу, посетите веб-сайт, указанный на экране. А теперь, друзья, я напомню вам ингредиенты, из которых мы приготовили сегодняшнее блюдо. Основные ингредиенты на 4 порции. Мясо с мозговой косточкой полкилограмма, картофель средних размеров 4 штуки, 1 морковь, 1 лук репчатый, 2 красные свеклы, помидоры 2-3 штуки или 1 столовая ложка томатной пасты, красная фасоль 50 грамм, 1 маленькая пиала, растительное масло 50 грамм, лавровый лист 1-2 штуки, пол пучка укропа, сладкий болгарский перец 1 штука, капуста белокочанная 500 грамм, четверть 1 среднего кочана, сметана 1 баночка. Помните, что здоровое поколение – наша ответственность и наше будущее. А я желаю вам приятного аппетита!